Мы все-таки нашли окуня. Мы нашли все, что хотели. Мы увидели клев. Получили радость от поклевок, от тяжести трофейных окуней, от удовольствия от борьбы с ними. Классно, все замечательно. На балансир даже выдернули. Просто сейчас что-то он перестал на балансир. Я, наверное, все-таки подергаю. Не теряю надежды. Тут просто, я думаю... Опа, у меня клюет, у меня клюет, у меня клюет. Вот такой вот окунь, окунь, окунь. Окунь, окунь, окунь. На окуневый глазик. Поймаю рыбы, тазик. Тазик не тазик, а ведерочка уже почти поймали. Десятку уже поймали. Ведерочка. Вот опять поклевка. Ух ты, хороший, 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 хороший. Опа, Янскадан. Вон, друзья, что творит окуневый глаз вездесущий. То есть два глаза. На один бы так не клевало, клюет хорошо только на два глаза. Так, мешает, наверное, да? Мой балансирчик. Так, что у меня как со съемкой? Камера волосня не закрывает? Нет, нет. Нормально? Ну, значит, друзья, мы увидим эти кадры. Сами посмотрим и вам покажем. Как 26 сентября ловим окуня на удочку. Дождь. Невозможно. Невозможно и возможно. Вот, 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 вот. Пусть говорят, что невозможное возможно. И окуней в конце сентября на удочку поймать тоже можно. Но сложно. Ну, сложно, да. Ну, поймали же. Поймали. Кто ищет, тот всегда найдет. И еще я хотел бы сказать, Саш, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Только плохо, что... У меня уже за эти... Что у тебя удочка была, видишь? А не было бы удочки. Ну да, а ты мне говорил, куда столько удочек берешь? Да я не стал, я в следующий раз тоже возьму. У меня там есть, надо их будет брать, да потом перекладывать, да и все. Я беру, потому что бывает сломается катушка, бывает сломается удилище, что-нибудь. А из 3-4 собрать всегда что-нибудь да можно. Так, мы сегодня без обеда, да, получается? Ну, получается, что да. Ну ничего. Что-то такие кушать хочется уже желудку. Ну ничего, зато аппетитнее будет вечером, да? Осталось-то сколько время сейчас? О, есть поклевка. Нет, нет, не успел. Есть, не успел. Что, какой хитрый окунь? 2 часа. Осталось нам пару часов порыбачить. Во-в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 о. Вот он. Вот он. Продольники надо будет проверить. Да, продольники успеем проверить. Его там 20 минут-то надо их проверить-то. Клюй железо, пока горячо. Лови окуня, пока клюет. Я все всем говорю, это, наверное, такого клёва мы больше не увидим. А вот Янскадан все видим и видим. Это за наше холодное лето Боженька нам дает насладиться такой рыбалкой. То, что все лето мы ее не видели практически. Вот он, вот он. Ну не красота ли это? Вот она. Заброс поклевка, заброс поклевка. Тут сидит, вот он. Вот он. Янскадан. Так, только камера. Улетать. Камера только может неожиданно сесть. Так ты останови ее на продольнике, оставь. Я специально оставил на продольнике. Ну ничего. Побалдеем. Пауэрбанк я что-то не брал. Сейчас еще одного вытащу. Красавца. И что, поедем? Не-не-не, выключу камеру в смысле.
Вот как назло, блин. Во-в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 о. Очередной полосатик. Очередной матросик. Ну вот и ладненько. Рекламная пауза, друзья. 2 подряд пойманных окуня на балансир. Мне опять вынудили включить камеру, в которой осталось заряда совсем немножко. Сетка не может быть? Подожди, вот, мы и пропустили еще поклевку на удочку. Пропустили. Поплавка уже не было. И мы ее пропустили. Ну ладно. Улов у нас уже вот, друзья. Ну что, еще попытка. Как только беру балансирную удочку в руки, у меня тонет поплавок. Я поднимаю поплавок, и там ничего, и здесь ничего. Пошла вечерняя движуха. Выехали с деревни Лодки. Перекличка идет. Камера не закрыта волосней, Саш? Не-не-не. Нормально? Ну, а мы делаем потихоньку свое дело. Потихоньку наша ведерочка наполняется. Ну вот, поменяли опять место. Оттуда мы стайку-то выловили, вернулись на то место, где ловили до этого. Поймали уже 4 окуня. И в нашем кузовке вот почти полное ведро. Кто-то говорил, что мы ничего не поймаем. Да, 2 окушков уже или 3 закинул туда. Так что... Один у меня ушел. Ну, сход-то у меня тоже. Нет, сейчас имею в виду. Но это... Так что поклевки есть до сих пор. Но скоро мы это ведро забьем и пойдем. Сейчас продольники проверим, и будет ведро. Ну, не знаю, там будет что не будет, но надежда. О, есть поклевка, есть. Давай. Видишь, как он хитро клюет-то, блин. Не знаю, меня он брал тут жадно. Блин. А у меня хитрый. Или червяк уже старый не нравится. Вот он. Ух ты, какой большой окунь. Иди, друг, полосатый. Ты мне совсем не друг. Вот он еле и брал. Не дает на балансир порыбачить, а? Чего ты говоришь? Я говорю, только... А, ладно, вот так вот будем. О! Вот. Шань, золотоутка, шань, енцкадан. Сидеть на жопе ровно. Так. Дискотека продолжается. Дискотека 80-х. Ну да, 80-е тоже клевало неплохо. Вот. Друг, я тебя хотел отпустить, а ты сам нырнул. Я тебя там искать не буду. Сам виноват. Нет еще. Нухает. Завтра можно будет тоже сюда приехать, да, эти 2 места обловить, да? Да, удочку сделаю. Эту запас. Что, друзья, не лезем? Не лезем? Нет, еще лезем. Еще килограммчик-то точно влезет, наверное.
Утром здесь было 2 яйца. Утром 2 штуки было их. Здесь, на это. Что-то есть. Да, язёк вроде бы. Ну что-то есть, натяжка есть небольшая. Язёк. Я сказал. И все. Такая вот. Как раз к дополнению. Куда ты? Мазута. Утром он был пустой. Вот, да. Налим был на 3-м, да, по-моему? На 4-м, на последнем же. И сейчас пусто. Пустой? Ага. И сейчас пустой. Так что ничего интересного. Может, есть что. Вот у нас третий продольник, который был. Что-то есть? Что-то есть, Геннадий говорит. Сейчас посмотрим. Поедем. Язёк. Еле-еле держится, он бы уже сорвался скоро. Да? Ага. Когда его лот? Все, больше нету ничего. Ну, один язык, и то хорошо. Ну да, уже второй получается. Вот так вот. Все в ведре? Да. Пока еще лезет. Вот. Вот. Вот такой вот. Сегодняшний день. Инскада. На удочку. Вот у нас 4-й продольник. Опять засыпанный. Здесь песок, что ли, засыпает постоянно. Ты имеешь в виду? Ну, там-то камни, а здесь песок, видать. Посмотрим, что нам принесет. 4-й крайний продольник. Снимай видео. Какую принесет он нам удачу. Не понял. Все засыпало, что ли? Ничего, да? Ну, засыпало все почему-то. О! Что-то есть. Жиган, Есть GoPro. жиган, походу. Дергает как жиган. Вон тащится. Нет, язёк. Язёк. А есть GoPro. Есть. Ах ты собака. Ай, будем. Нельзя. Все перепутал. Что мы имеем? Мы имеем перепутанный продольник. Вот что мы имеем. Проверили 4 продольника. 3 нельзя. Ну, этот подъязок. Да, ну и то, да, слава богу. Янцкадан. Это пока на сегодня.
Вот и приехали. Закончился наш рыбацкий день рыболовный. Наш улов составляет вот такой вот налим. И ведро рыбы. Инскадан. Рыбалка удалась. Встречаемся в коми-доме за ужином. А пока нам предстоит долгая чистка рыбы. Ну что, друзья, растопили печурку, топится печь, сохнет одежда, которая опять же сегодня промокла. Вот все она, наша одежда. Ну и нам предстоит самое интересное. Вот это сегодняшний наш улов. Ведро чуть-чуть не наполнилось, но буквально килограмм, даже килограмма может не влезет еще. Вот такой вот сегодняшний улов. Вот эти язики на продольник. Одного язика поймал Саня на удочку. Остальное все окунье. Один хорюзок еще на продольник. Да, и налим. Здесь бы вот налим бы был, как раз бы было сверху как раз ведро. Налим больше килограмма где-то. Мы его оставили в лодке. Опа, куда ты убегаешь? Поздняк уже. Так что теперь быстренько попьем чаю. Почистим, подсолим все это. Ну, а потом уж только сядем ужинать. Так что, как чистим мы это, думаю, мало кому будет интересно. В принципе, стоп. Я покажу, меня попросили, как засаливаю. Так что включимся. Чистку не буду показывать, а как засаливаю, включаемся. И потом, конечно, будет ужин. Все. Итак, дорогие друзья, рыбу мы почистили. Осталось только подсолить. Обычно я засаливаю 20-литровое ведро рыбы, пачка соли. То есть 1 килограмм соли на 20 килограмм рыбы. Ну, так как Саша попросил сильно не подсаливать, соли будем ложить меньше. Ну, принцип понятен. Сейчас я постараюсь это все вам вкратце показать. Так, видно, надеюсь, все. Вот тут вот пустое ведро, тут ведро с рыбой. Вот здесь у меня приготовлена соль. Видно? Видно. Соль. Левая рука у меня сухая, будет солить. Правая ложить рыбу. Так просто удобнее. Сырой рукой просто солить неудобно. Я обычно вот так вот дно ведра немножко подсыпаю солью. Не сильно, но так. И все. Укладываю рыбу ровным слоем. Вот так вот. Чтобы в один слой была рыба. Вот так ровненько уложили. Все. И опять тонким слоем, буквально одна жманька вот такая раз, протрусили, все. Накладываем следующий слой рыбы. Если рыба крупная, можно подсолить ее снутри, но так как сейчас пока идет не крупный окунь, то вполне достаточно снизу сверху подсолить и все. И то снутри солить, если на улице тепло или лето, жаркая погода, чтобы рыба успела просолиться. А так вот сейчас как осень, на улице чуть ли не минусовая температура, то чисто так, символически немножко подсолить. Потому что Саша сказал, кушают они в основном в жареном виде. Так что сильно солить не будем. А соленым что, вообще не едите, да, Саш? Только хариус. Только хариуса, вот так вот. Я ем все. А супруга есть только хариус. Так вот. Как-то вот так. Ну, подсолить надо, потому что, несмотря на то, что холодно, все-таки не минусовая температура, а плюсовая, чтобы рыба не потеряла свой аромат, свою свежесть, хоть немножко, но все равно надо подсолить.
буквально слой рыбы положили, немножко осыпали солью. Как-то вот так вот языки отдельно поставим слой языка вот так вот. Вот они, эти язи. Вон. Это еще вот он. Все. И также сверху слой соли. И так продолжается до тех пор, пока не закончится вся рыба. Ну как-то вот так. Ну вот и все. Процесс засолки завершен. Рыба, вот эта рыба уже теперь точно не испортится. Как мы видим, убавилась на пару килограмм. Кишки мы тоже не выкинули. Завтра отвезем это все домой. Послезавтра. Саня удочку отремонтировал. Пока так, еще нет. еще нет? Ну, ремонтирует. Так что моя миссия закончилась. Теперь моем руки и садимся за стол. Ну и все. Вот. Согрели ужин наш. Доедаем гречку с бараниной. Салат. Ну и рыбацкий напиток. Хочу передать привет. Сейчас вот, если не знаю, видно, не видно. Вот, нашел интернет. Пользователь Дмитрий Патрон добавил комментарий: будь аккуратнее с этой рыбалкой, совсем сопешься. Дима, я не сопюсь. Спиваться некогда. На воде отрезвый, утром не похмеляюсь. А если вечерком накатил немножко рыбацкого напитка, это только... Ты идешь угреву души. Он, Саня скажет. Мы все в тему. Дмитрий Патрон, спасибо тебе за генный комментарий, но могу тебе сказать одно. Запомни раз и навсегда, это не я не говорил, это не я говорю, это мудрые люди говорят. Вода пьяных и дураков не любит, значит на воде надо быть всегда трезвому. Неважно, там один кто-то, обоим надо быть трезвым, потому что вода оплошности не прощает, так же, как и тайга. Так что, вот так. так что за это стоит выпить. Обязательно коми напиток, рыбацкий напиток. Рыбацкого напитка, да, сейчас поставим камеру. Вот. Остатку. Так, так, вроде видно все. Ага. Так что, спасибо, Дима, тебе за комментарий. Что ты перевернул туда? Нормально все, снимает. Мы за это выпьем, но никогда не сопьемся. Подожди, да я тоже налью. Вот Санька сопьется, это точно. Так что все чики-пуки. Да, все. Давай. Будем Помогите. здоровы. Да. Ну а так, всем вам большое спасибо. И Дима Патрон, еще раз тебе говорю. Мы не сопьемся, потому что вода, так же, как и тайга, пьяных не любит. Будьте здравы. Всего хорошего. Главное, А вот я спиваюсь потихоньку с чайком. туда. Да, конечно. Сегодня заварили 2 термоса. И ни один не взяли. Что возьмем? Да нет. Мы же сюда придем, пообедаем. Что с собой таскать? Пришли вечером. Вечера, да? Ну Ну, ничего, сытный обед и ужин, все вместе взятые. Целый день потом мечтали о термосе, о бутерброде с салом, там, с колбасой. А перчика у нас нету, да, такого простого? Кого? Просто. Перец? Солоного. Не знаю, там. Они любители острова. Вон же, кинза, не кинза, как его. Ой, Имбирь, вон. ешь его, бери. Я его раньше вообще не ел, не пробовал никогда. Как его, не пицца, роллы, как-то типа попробовал. Ой, какая ерунда. Там вот эта фигня была. Ага. Мне бы как-то ровно было. Мне супруга на него подсела. И теперь тоже при любой возможности есть вот этот имбирь. Так что ты думаешь? Тоже научила, а теперь тоже им. Имбирь, между прочим, полезный.
Еще моему другу Алексею Остапчуку будешь смотреть это видео. А, далее. Да. Канал Ну, Рыбалка на Печоре. Да. Привет. Тебе большой привет. Но реально, Лех, мы нарвались. Или так нам повезло, мы нарвались на огромные 2 стаи окуня. И просто с одного места. Да, уже, в принципе, темнело, надо было еще проверить продольники, потому что мы поставили 1, 2, 3, 4 продольника. На продольника Налима поймали. Да, утром. Так что и так мы тут пришли. Хорошо, что дома чистили рыбу, а не на улице. На улице мы бы окоченели там. Конечно. Я сегодня там в руку так окоченел. Мама, не горюй, особенно в левую. Больше часу сидели тут. Видишь, я пришел к мужикам за клеем. Они руки помазали. У меня есть же этот клей, ну, от этих. Тоже надо было взять. Ну, что теперь сделаешь? У меня ведь тоже дома есть. Вот этот. У меня тоже где-то дома есть. Ну что, давайте еще по маленькой. И хватит, а то сопьемся. Ты будешь себе наливать? Не, не хочу. О, уже спился. А потом горячего жахну. Выпьем. Еды набрали, можно взвод бляха-муха прокормить. За то, чтобы всем так клевало, как нам сегодня. Клевало и немало, и за это, чтобы ничего не было. Будьте Главное, здоровы. удочку починили. Надеемся. Знаешь, чтоб я ее ломал? Когда распускал, вот такая осока, как палец. Она зацепила за кончик, я бах, и кончик лез, и все. Ну все, до завтра. Да, до встречи на речке.